Арестованный после акции протеста в Магасе ингушский старейшина Ахмед Барахоев сказал адвокату Фатиме Урусовой, что прекратит голодовку только после того, как встретится с правозащитниками. 4 апреля ингушский активист Ахмед Барахоев объявил голодовку в Нальчикском спецприемнике. Родные рассказали, что состояние его здоровья вызывает у них серьезное беспокойство. Голодовка стала для Барахоева способом борьбы за права задержанных, уверен руководитель ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. По словам адвоката Фатимы Урусовой, ингушский старейшина потребовал встречи с советником президента по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым и председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганнушкиной. Сам Барахоев назвал голодовку в разговоре с адвокатом взвешенным решением, пояснив, что этот шаг имеет политическую подоплеку. Барахоев в ответ на просьбу родных прекратить голодовку сказал, что не собирается делать это до тех пор, пока не встретится с правозащитниками, рассказала 5 апреля корреспонденту Кавказского узла адвокат Фатима Урусова. Барахоева осмотрел врач. Он отметил, что жизненные показатели Ахмеда в пределах нормы, сообщила адвокат. По ее словам, доктор разрешил Барахоеву принимать во время голодовки нужные ему лекарства. Мой подзащитный ответил, что сейчас такой необходимости нет, сказала Урусова. Настроение у активиста хорошее, в большей степени потому, что сотрудники спецприемника относятся к нему уважительно, отметила она. В первые же минуты моего пребывания в спецприемнике я почувствовал себя не арестантом, а человеком, у которого есть права. К моему большому сожалению, у большинства сотрудников полиции Ингушетии нет такого чувства доброжелательности, уважения к человеку, приводит слова Барахоева адвокат. Урусова также рассказала, что ее подзащитный составил письменную хронологию событий 3 апреля, когда к нему в 6 утра в дом пришли с обыском военные. По его утверждению, ему не было представлено постановление о задержании, и старший офицер не предъявил ордер на обыск, сказала она. Обыск, как указал активист, проходил без него, так как его увезли. В доме оставалась жена, потом подъехал старший сын, рассказал адвокат. Барахоев написал, что его привезли на машине, продержали в ней около 2 часов, а затем завели в здание, где уже были Дарак Чмурзиев и Муса Мальсагов, сказала Урусова. 3 апреля лидеров ингушского протеста Мусу Мальсагова и Бараха Чмурзиева вместе с Барахоевым отправили отбывать 10 суток ареста в Кабардино-Балкарию. Активистов сфотографировали в анфас, в профиле в полный рост. После допроса их отвезли в Магасский райсуд, где опять держали долго в машине. В 12:30 МСК, когда всем троим суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток, их посадили в машины и отвезли к месту, где стоял вертолет, пересказал и написанный Барахоевым текст адвокат. Активист утверждает, что все передвижение проходили в сопровождении машин патрульно-постовой службы и большого количества транспорта с вооруженными военными, сказала Урусова. Московский адвокат Татьяна Кушка, ознакомившись с рассказом об обыске и задержании Барахоева, сочла, что правоохранителями был допущен ряд нарушений. Не было предъявлено постановление о задержании. Человеку не дали возможности позвонить адвокату, поскольку у него и у его домашних были отобраны телефоны. Налицо грубые нарушения параграф 1 статья 96 УПК РФ, где четко сказано, что подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю, имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания, сказала Акушка. Напомним, 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили митинг, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным следствия,
10 правоохранителей получили травмы. 9 ингушских активистов были доставлены силовиками в Ив-Снальчика. Их подозревают в нападениях на силовиков. Некоторые из задержанных были избиты, сообщили адвокаты. Кавказский узел ведет обновляемую хронику протеста в Ингушетии. Хроника передела границы с Чечней. Акции протеста в республике начались из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями собраны Кавказским узлом на специальной тематической странице «Как Кадыров Чечню укрупняет». Примечание. Житель Ингушетии попросил генпрокурора защитить задержанного после митинга сына. Малсак Ужахов предостерег силовиков от фальсификации уголовного дела. Правозащитники призвали остановить репрессии против ингушских активистов.